100 вопросов к уполномоченному. Сичвалишом, кагалам правое щерти уполномоченный кат панташем. Гимназия ждасыт дасыти кат классы зишвелачищез, ыкши сытласа кабинетын Павел Миков кат байчем могиш. Медбырин юашем мез, кат натождытына челядес. Меня лично волнует вопрос о стипендии для старшеклассников. Мне бы хотелось задать его. Этна дамадик юалым велачищез адресуйтесь уполномоченныйла. Байчем пятизджескатан да шонытын. Павел Миков виштачесныла не только быдыс аслас уджлан возможносткез да результат елищ, но и отцалс приметно решение скулана юашем мезын. Если десятиклассники остановились на этих вопросах, то одиннадцатиклассников интересуют очень вопросы, которые находятся у них на стыке. Это окончание школы и поступление в вузы. Их интересуют и правила проведения ЕГЭ, и то, как они будут жить в студенческие годы, как будет их финансовое обеспечение организовано, как будет их жилищная проблема решена, это общежитие и так далее. Куймат номера гимназия локтан пятиззев тычананда донан. Этшим структуран уджалиш отирдына, черядлан пырчужана ашема юалым мез. Мы рады, что правительство проводит опросы, всякие исследования по правам детей, интересуется детьми, то, что даже самый главный управляющий в нашем крае, самый главный человек по правам ребенка приезжает и общается с простыми школьниками. Нам понравилось это, мы задали вопросы, которые нас волнуют, и он очень интересно отвечал на них. Уджалан Лункоста Павел Миков пыралис кариш и мадик школаеза. Сиджа чулотис информатика шерти велатищескат семинар. Это шавали суфтатамаш и мадик планнез. Мною будет посещен социально-реабилитационный центр, центр помощи детям-сиротам и проведена встреча с замещающими родителями города Кудымкара. В планах также посетить следственный изолятор номер 4 для того, чтобы посмотреть в связи с началом учебного года, каким образом созданы условия для реализации прав ребенка на образование тем детям, которые в настоящее время содержатся под стражей в следственном изоляторе. Ирина Батуева, Евгений Фирсов, Вести, Кудымкар.